Сәлеметсіздер. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Сәлеметсіздер. Я сначала поздороваюсь. Қадірменді ұстаздар, Астананың қонақтары. Осы форумға қатысушылар, өте пайдалы форум болып жатыр деп ойлаймын. Өйткені мен де сізді тыңдадым, Александр Эдуардович. Сейчас вас слушала с большим удовольствием. Ну, давайте присядем. Пожалуйста. Спасибо большое. Так удивительно, что меня ведущий объявляет еще один ведущий. Это вот видите, какой у нас статус. Вам понравился вообще наш форум, его организация? Организация понравилась, форум я слушал, к сожалению, только предыдущее выступление, с собой мне было чрезвычайно интересно. Спасибо большое. Александр Эдуардович, мы с большим удовольствием слушали. Я, во-первых, хочу сказать, выразить благодарность организаторам, когда они предложили вести сессию с вами, потому что я стала знакомиться с вашими работами, слушать ежедневно. И для меня, в общем, ваш голос – это тоже такой инструмент для самопринятия, как вы сейчас сказали. Послушаю один-два ваших рилса, и уже спокойно иду на работу. Хотя внешность у вас такая довольно демоническая, я бы сказала. Да? Согласны? Внешне как-то не соответствуете голосу. Не могу серьезно это обсуждать. Никак мне не удается уговорить обращаться без отчества, но как уж получится. Хорошо, Александр. Александр, вы сейчас говорили о принятии, самопринятии. И я еще бы хотела сказать о том, что у нас в аудитории в основном учителя. 50 лучших учителей из Казахстана всего приехали. Кроме того, психологи, менторы, коучи. И вопрос я бы хотела сразу же задать о статусе учителя на сегодняшний день. И у нас в Казахстане, и у вас в России, конечно же, часто говорят о том, что статус современного учителя, будь то школа, будь то университет, уже не тот сегодня. С одной стороны, государство занимается тем, чтобы повысить и статус, и вообще имя учителя в глазах родителей всего общества. С другой стороны, самому учителю, что для этого нужно делать? Что это нужно, что для чего? Для того, чтобы повысить свой статус. Ну вот, чтобы родители не звонили, не писали, не предъявляли каких-то бесконечных претензий, не выговаривали. Ну как это было, например, там те же самые 40 лет. Вы знаете, я в школе состою так или иначе 40 лет, только вообще люди живут. И по отношению к учителям, насколько я вот их знаю и понимаю, у меня нет никакой потребности дополнительно нагрузить их какой-то необходимостью поднимать свой статус, то есть только глубочайшее сочувствие и респект. Это вот то, с чего хочется начать. Что касается пресловутого статуса, то это действительно вопрос такой социальный, а не частный, не приватный, и я давно убежден, что в любой стране сделать учителям в 10 раз больше зарплату, просто вот так, коврово. И через 30 лет в этой стране будет замечательное благополучие и благосостояние. И как очень точно, как сказал Константин Северин, от учителя зависит, реально говоря, благополучие ребенка, психологическое благополучие, кураж к учебе, вообще к этому процессу познания. И тут много можно сказать о взаимодействии. Вот в конце сказали, что благодарите, не звонили. Я, наоборот, кажется, что учителю правильно сделать так, чтобы взаимодействие с родителями было максимальным, но только не такого характера. Обратите внимание на вашего ребенка, что он говорит, вы внимательно. Вот на это родителю правильно сказать, а ваш ученик мне дома плохо ест морковку. Внимание ребенка на руки – это профессиональная ответственность учителя. А вот взаимодействие направлено на то, чтобы родителю с этим ребенком было как-то, чтобы ребенку с родителем было потеплее. Хорошо, спасибо большое. По поводу самопринятия, вины, кстати, спасибо большое за этот экскурс в старые мультфильмы 50-х годов, и в том числе вот фильм «Мимино», отрывок с удовольствием посмотрели, и вот принятие, да, и вина, которая зарождается еще в детстве. Но здесь все, наверное, мамы и отцы, ну как бы то ни было, вот вы говорите о том, что поругать за двойку, чтобы он исправил ее на 4, ну, мне это сложно дается, не ругаться вообще, хотя, ну, стараюсь. Можете какие-то базовые дать уроки для меня и такие же, как я? Не уроки, а признание в том, что я сам начинал с такой назидательности, такой воспаленной назидательности, какая никому в этой аудитории не снилась, поэтому безо всякой рисовки не напрашиваюсь на утешительный комплимент. Я в жизни пришел на какой-то фестиваль, конференцию, семинар. Я все знал лучше всех,
И я вот такой седой лет 40, ночным кошмаром вспоминаю, что понадобился своим ребенком, у нас другими домочадцами. И, друзья, это правда очень трудно и очень громоздко и неубедительно, только пока мы думаем про кого-то них, про детей, про коллег ли. Вот как же не обратить внимание на неправильность и так далее. Но это все становится моментально чем-то единственно правильным по отношению к себе. Да, я взрослый человек, получил какую-то свою сторону твоего упажества, меня как это неприятность. И что я буду чувствовать, если я буду видеть, что мной какой-то мой партнер недоволен. Но при всем понимании и при всем том, что ты уже много лет, может быть, качаешься по этим рельсам и приучаешь себя ребенка не ругать, других не критиковать, поверь, надо понимать, что вновь это никогда не уйдет. Это не наша человеческая сила. Как бы ты эту крайность не понимал, ты все равно живой человек, неизбежно будешь ошибаться. И нельзя от себя любого требовать. А во-вторых, к этой своей сегодняшней несдержанности, импульсивности, непоследовательности надо отнестись с максимальным внутренним сочувствием к себе. Представьте себе, что у вас есть какая-то близкая подружка, вы ее любите, она ваша сверстница, ваша роли. И вы видите, как она кричит на ребенка, как она ссорится с мужем, как он швыряет все на подушку, а мечтает, что швырнуть тарелку. Прислушайтесь к себе, какое чувство она ее состояние вызывает. Вы же и сочувствуете, сопереживаете. Вот это чувство надо, мерзкий сказав, полностью принести на себя. Хорошо, спасибо большое. Кстати, когда я сказала по поводу внешности, я не договорила по поводу деятельности вашей. Вы знаете, наверное, да, все дорогие участники форума, что Александр долгое время занимается благотворительностью. Сейчас вы возглавляете благотворительный фонд. Кроме того, начиная с 2002 года, да, когда вы помогали жертвам Беслана, я поняла, вам друг друга сложно слышать, да, вот когда в микрофон говорю. Хорошо сейчас? И вот и по сей день вы помогаете жертвам тех или иных ситуаций, делаете. У вас благотворительный фонд, можете об этом рассказать, вот о себе? Между делом. Я понимаю, Александр скромный человек. Да. Нет, просто хочется содержать. Чтобы содержательно. Хорошо. Хорошо. Значит, дальше по поводу приятия и неприятия себя. Как прощать себе ошибки? Здесь мне много писали тоже, когда я спрашивала про вопросы. Как принимать себя? Такой самый распространенный вопрос, да, который задают психологу. Смотрите, друзья, ну вот главную часть мы уже озвучили, что действительно это надо делать. Надо не корить себя, не грызть себя. Ну что же я так опять на те же грани наступаю? Да, наступаю на те же грани. И буду, конечно, наступать на те же грани. Я нормальный живой человек, но если я свой вопрос. Я не выбирал себе своими ресурсами. Я там говорю себе несколько раз в неделю перед зеркалом. Но я не очень верю в такие силовые, простите за тавтологию, усилия, а более содержательно, но это не вопрос нескольких фраз, это работа с теми причинами, по которым я исторически, так не ресурсами, по которым я срываюсь с досады на ближнего, на ребенка, а это мои отношения с родителями, это там надо определенным образом переформатировать. Но сейчас совсем нет пространства для моего объяснения. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос по поводу гаджетов. Вы часто сами о нем говорите и говорите, что нужно минимизировать, но тем не менее, не знаю, что скажет аудитория. По-моему, вот просто забрать гаджет у ребенка, современного школьника, невозможно практически. Это не безопасно. Друзья, это беда, действительно беда, но беда уже совершенно необратимая. Это что в нашу жизнь просит, это фальш обратно не перевернешь. Почему это беда? При всей их технологической продвинутости, несомненной, виртуальное онлайн-общение, вообще онлайн-существование делает сильно более дряхлыми простые навыки социализации. Они являются просто фундаментом высшей психики. В переписке, в чате не надо следить за мимикой, за интонацией, за темпом реакции. И поэтому это прям грозит нашей культуре. Повторяю, вероятно, возможно, это надо точно дозировать. Размер этой дозы каждый родитель лучше его психолога, обратить кому-то 1,5 часа, или кому-то 40 минут, но надо понимать, что это должно быть эти 40 минут, условно, должны быть точно его, как говорят англичане, форгранты, как его зубная щетка, хоть его пятерка, хоть двойка, хоть он честно признался в трудной правде, хоть цинично наврал. Это точно его. Это никогда не должно быть контрольным тренингом.
И второе, что надо понимать, это никакая не договоренность. Договоренность – это некорректное слово применять. У него не было возможности не подписаться под этой всей договоренностью. Это мое родительское распоряжение, это так надо называть. И поэтому, испустив это распоряжение, тебе даже сейчас, мне надо смотреть, насколько он может или не может этому распоряжению соответствовать. Если я вхожу через 1,5 часа, он все еще играет, это моя административная ответственность, а не его. И у меня нет фактических сомнений. Конечно, могу себе видеть, с тобой договариваться, но не договариваться. Я должен сам зайти через час, а еще лучше за 10 минут до этого дедлайна. Мне требующий принимать, сказать, Санька, все еще 10 минут. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. И здесь же я вот в предыдущем вопросе не услышала, может быть, как правильно доносить до ребенка неагрессивно информацию. Друзья, спасибо за эту фразу, потому что она лукава. Это я хочу, когда я так говорю и когда так чувствую, как это донести. Я хочу не информацию до него донести, с этим у меня была проблема. Я хочу от него добиться, чтобы он этой информацией последовал, чтобы завтра не выспишься там и так далее. И вот этого донести до ребенка не травматично невозможно. И тут надо смотреть на свое интонацию, фонетическую, а внутреннюю. Тут, если у меня еще есть 2 минуты, я скажу, когда их начать отчитывать, у нас есть всякие 2 разных страха, за кого-то и за себя. Это совершенно разные чувства, они по-разному ощущаются, по-разному звучат. Страх за кого-то – это сочувствие, сопереживание. Это ощущается, переживается как что-то теплое, позитивное, так и звучит. Детка, на один шаг холодно, проснешься, тебе будет неприятно. Не покупай трубу, сломается, ты расстроишься. Страх за себя переживается как напряжение, раздражение, протест. И так и звучит. Ты вообще думал, что ты покупаешь? Поэтому, как только мы чувствуем в себе напряженное желание донести до ребенка информацию, значит, точно начать движется за себя. Александр, так как наша сессия называется «Психология отношений», и она не только про ребенка и родителей, один из самых популярных вопросов мне, как инфлюенсеру, девушки задают, как выйти замуж, как найти. Я всегда говорю, идите, ищите. Но здесь же есть студенты, да, девушки? Наверное, тоже для вас актуальный вопрос. Как найти? Искать ли самой? Как понять, что он твой? Много задала вопрос. Вы неосторожно кнопку нажали. Смотрите, надо понять для этого, для чего мы вообще сходимся, входим в отношения, чего в каждой паре еще тут нет никакой гендерной специфики, но раз спросили про женщину, я расскажу об условиях. Чего ищет мужчина в своей женщине? Ну вот когда это звучит в каком-то психологическом контексте, ну да, там понимание, поддержка и так далее. Это все очень умно. Но когда на кухне подружка, и он впервые приходит в гости, о чем там разговор? Уютный дизайн, вкусно накрытый стол, сексуальное белье. Вот нет. Это очень лакомая, очень привлекательная стороны быта жизни, отношений, но в современной жизни они решаются многими разными другими способами, в том числе, простите, натурализм секс. А чтобы понять, чего я, мужчина, еще по-настоящему своей женщине, возьми женщину в голову всю историю мою. Вот я 3-летний ребенок, я прихожу к маме, еще не умею прикрываться, притворяться, и все простодушно рассказываю. Что я подглядывал за девчонкой, меня отрывала воспитательница, что мальчишки сломали машину. И что я слышал? Как все действительно подглядывать. Вот тебе же говорили 10 раз, не бери машинку, а сломаю. И у ребенка очень быстро исчезает возможность этого прозрачного, простодушного самоопределения, а потребность остается пожизненной. Что это за потребность? Это убедиться, что ты реагируешь не на события, а опять-таки на мои чувства. Воспитательно трактовала, страшно тебе бедному было. Машинка сломалась, вот как обидно. И это называется безусловным принятием. Безусловное принятие, тоже модная фраза, но это конкретный практический смысл, это когда ты реагируешь на мои чувства, а не на мои события или слова. И поэтому мужчина потом в своей настоящей женщине, своей женщине, трудный текст, ищет ту, которая вот на это откликнется, которая восполнит мне дефицит этого безусловного принятия, перед которой мне не надо будет поворачиваться своей глянцевой нарядной стороны, смотри, какой я. Наоборот, ты сквозь этот глянец увидишь все мои слабости, страхи, что я завидую, приятель и так далее, и чувствую к этому не оценочно, а с переживанием. Но этот навык нельзя выработать по отношению к какому-то одному мужчине.
И это надо приучить себя, простите, дорогие женщины, на всех так смотреть. Так